Ну ты, Карл, я очень рад, что ты пришел к нам в гости домой, что у нас есть такая возможность пообщаться с тобой. Ну, я тебя видел в концерте, когда вот филармония организовывала с Горлумпинем. Но меня, знаете, что впечатлило? Вы приехали издалека довольно-таки, ну, практически с другого света, ну, по-русски так это называется, с Америки, да, с Колумбии. Вообще, как вы сюда попали? В Россию как-то вот, как вы здесь оказались? Я наверняка думаю, конечно, вам эти вопросы задавали, но мне тоже охота вам этот вопрос задать. Вот, и вы довольно неплохо говорите на русском языке. Ну хорошо, тоже спасибо большое за приглашение, я тоже очень рад. Я уже приехал, я приехал в Россию 5 лет назад, первый раз, но уже 6 лет назад. Сначала я учился русский язык в Башкортостане, но это так получилось, что меня интересовался сильно, может быть, шаманские практики особенно, и древние практики, не только музыкальные. У меня был опыт в Колумбии, потому что сам меня лечили в Колумбии. Меня лечили в Колумбии индейцы из племена Кофан, называется. У меня были очень серьезные проблемы. Легкие, мне сделали 2 операции. У меня большой шрам. Но сами врачи не смогли сказать, что это за болезнь, и как называется. Сказали только, что это генетически. Но я разговаривал там с дедушками, бабушками нашими, и они сказали, что такое не было никогда. И потом мне это лекари из традиции, ну, как шаманы, просто там не говорят шаманы. Там каждая племена, которая есть 2 слова. Как я понимаю, здесь, например, говорят хамкижи, хамкизин, да. И там тоже разные слова, да. Ну, есть тоже распространенные слова, которые говорят таита, это переводится как папа. И вот они мне помогли через растениями, особенно через один напиток из Амазонии, который очень уважаю. После этого мой жизнь сильно изменился. И когда уже мне предлагали приехать учиться русский язык в России, я начал смотреть, читать, что это за Сибирь, что это за место, и понял, что здесь и древние очень традиции, и может быть и очень чистые первые традиции, тоже и шаманские, и музыкальные. И так я решил взять вот этот грант, который мне дали, и уже несколько лет, уже в принципе, как почти живу здесь, да. Ну вот смотрите, в Сибири же много народов, но, как правило, многие знают тувинцев, интересуются Горлумпинем, да, ученые приезжают через Абакан, к ним идут. В Хакасии у нас, я знаю несколько человек, которые приезжают и вот интересуются хакасской культурой. Ну, Лизбет Нисен есть такая интересная голландка, есть Кэрол Пэк, англичанка приезжала, ну там еще ряд других людей. С Японии приезжает, Адагава, допустим, да, Адагава. Вот, и теперь ты приехал, вот, интересно, и причем, знаешь, как приехал, ты приехал и, самое главное, женился еще на хакаске, получается. Да, вот, такого факта еще никогда не было, чтобы кто-то переезжал, вот, вот. Вообще, как так получилось, что ты здесь, я не знаю насколько, но уже живешь здесь, сколько ты сейчас живешь? Здесь в Хакасии, в Абакане, может быть, уже 9 месяцев. Да, который уже как здесь 9 месяцев. Ну, как я говорю, уже 6 лет назад, ну, приехал, несколько месяцев, а зона лета. Ясно. Ну, вот, знаешь, по виду, да, ну, многие хакасы, не знаю, как остальные, но когда Галя первый раз тебя увидела, она говорит, это, ну, моя жена, она говорит, что он на хакаса похож, в принципе, как бы он, это... Вот, у меня такой вопрос.
Каковы твои корни? Кто твои родители? Вот ты говоришь на испанском языке, допустим, да, вот. Да. А вообще кем ты себя считаешь? Как ты видишь? Кто ты? Ну, есть... Вот Колумбия, маленькая, много людей не знают, где Колумбия. Колумбия, она сама в Латинской Америке, да, в Южной Америке. И эта территория давно, там, очень давно там жили уже людей. Говорят, что Кристофор Колумбус открыл Америку. Но, Кристофор Колумб. Да, Кристофор Колумб, Кристофор Колумб на Да, испанском, да, что да. он открыл это место, но он ничего не открыл. Там уже были большие цивилизации. И цивилизации, например, в Мексике майя, и уже в Перу были инки. В Колумбии сейчас еще есть более 100 племен, и каждый племен сохраняет свой язык. Да. Конечно, идет такой процесс, что ассимилировали много, особенно сейчас от Северной Америки, много западная культура сильно. Но когда была колония испанская, мы потеряли наши, можно сказать, наша история, наша генеалогия начала теряться. Поэтому, например, я не выгляжу как испанец. Но у меня фамилия испанская фамилия, да. Я там тоже начал как смотреть, может быть, какая у меня племени предки есть. Есть разные как идеи, которые у меня есть. Но в принципе я могу сказать, что я как метис, да. Но я чувствую себя более как гражданин мира, можно сказать, или гражданин открытый человек, который интересуется разной культурой. И может быть одно слово, как я раньше рассказывал чуть-чуть, это у некоторых там есть племена Тубу, индейцы говорят, что мы, метисы, мы дируа. Дируа это человек, который нету одна племена, да, который может быть один специфическая племена. Если, например, у меня была моя племена, не знаю, колумбийская племена может быть Арваку. Я как Арваку приду к другая племена Уитоту, например. И там я могу общаться, могу там и пить, не знаю, напиток и еда, которую они кушают. Но я сам не буду это заниматься, не могу жить, как живет Уитоту, потому что я сам, например, Арваку. Да? Но сейчас идет вот этот процесс метиси, да, на испанском местисаje. Мы можем общаться с Арваку, с Уитоту, с Кофан, с Сиона, разными. Например, очень интересно, сейчас в джунгле люди не хотят, молодые не хотят учиться шаманской практике, не хотят стать лекарями, потому что это очень сложный путь. Там, чтобы сдать шаман, надо там несколько времени в джунгле один, там специфическая диета, очень серьезный путь, именно шаманский. Но они хотят, например, мотоциклы или другие вещи, машины, другие вещи. Но люди, которые, например, в университете, и это, может быть, тоже моя история чуть-чуть, которые в университете, которые уже, может быть, и в городе, и здесь это видели все, и читали, такой не хватает, да, может быть, сама сила предков не хватает. И не хватает шаманской практики, да, ну, как традиции, да, не хватает это, что как. Поэтому сейчас много сильные шаманы, много шаманных традиционных, которые в джунгле или в Анде живут, у них ученики городские, да, которые как метисы. И эти ученики сильно занимаются прямо. И молодые, которые сами местные, смотрят
И думаю, как вот это городской здесь, и тоже там начинают опять заниматься, да? Значит, есть такой процесс, и ну, я чуть-чуть про другие вещи. Я примерно понимаю, да. Это примерно так же, как Лизбет приезжает из Голландии сюда, изучает хакасский язык, играет на чатхане, а местные хакасы думают, как она из Голландии приехала, а я не умею и говорить на хакасском, надо что-то делать с этим. Ну, Да. наверное, примерно. Да, Да. в принципе, да. Скажи, вот, Икару, что означает твое имя? Икару, ты можешь объяснить? Есть какое-то объяснение? Вот недавно я разговаривал с мастером Сергеем Черков, который музыкант здесь. И он мне рассказал, что раньше, как была традиция, что, не знаю, если мужчины и женщины, вы можете мне тоже сказать, но что была традиция, человек в жизни был как три имя. Да. Что первое имя дали родители, Мгм. и потом, когда будет человек, может быть, 20 лет, или примерно как уже был взрослый, все, он смог изменить имя, дали другое имя. И уже когда очень мудрый или уже вот старый, еще третье имя. Но второе считается как более как его имя. Мгм. У меня был другое имя, Мгм. да, когда я родился, все. Я был в Сибири, у меня, но в жизни у меня много учителей разных направлений. У меня один учитель в Бурятии, да, именно с кем я начал уже, это именно как шаманские практики, ну, интересоваться, общаться, учиться. И он мне посоветовал изменить свое имя 6 лет назад. Интересно. И он мне посоветовал изменить свое имя не просто так, потому что у меня всегда было это желание. Я сам пишу, у меня был псевдоним, да. И когда он мне это сказал, я это хорошо принял. Он мне сказал, что первое имя мне закрыл дорога, некоторые дороги, которые я должен делать. И он мне сказал, тебе надо изменить имя на имя, которое 5 букв. Я знал, я говорю, у меня уже есть псевдоним такой. Раньше это было как псевдоним, но это как имя, которое я сам выбрал. Но он мне сказал, ты должен на все документы, это все. И это был процесс долгий, конечно, потому что и это процесс прямо одновременно мой жизнь тоже сильно изменился. У меня тогда вопрос, а как родители отнеслись к тому, что ты изменил, получается, имя родителей, которые тебе дали? Что они сказали? Не против они были? Вот Не возражали? мои родители, они всегда меня сильно поддерживают на все мои инициативы, мои проекты. Почему? Я могу тоже. Здесь я говорю вещи, которые, например, может быть, в другие интервью вещи я не говорю, например, вот это, да. Почему они мне такая поддерживают? Потому что я рассказал, что у меня была операция. До этого я, можно сказать, как можно это объяснить? Беспорядок в жизни у меня был, можно сказать. Другая жизнь была. Другая жизнь. Да. И мои родители переживали из-за этого, да. Что как он будет вот это жить, и вот и все. И мне сделали операции, и постоянно было как желание вот изменить именно вот жизнь, изменить жизнь. После операции и после именно вот эта традиция древняя. Я сильно изменился тоже. И они смотрели, что я изменился, да, сам. И после этого, например, потому что там тоже много семей, особенно городские, не все семьи хорошо смотрят, например, что человек едет там к лекарю древний, там
чтобы там лечиться или учиться. Потому что, в принципе, они не образованы, как и в университете, ничего. И поэтому я думаю, что особенно как моя мама, она сохраняет вот именно вот это предков, все, она тоже много знает про разные виды чай, травами, как это народная медицина, все. Поэтому она приняла. Когда я уже это сказал, они не сильно удивились. Сначала не привыкли к этому. И они уже вот так, мой сын тоже так зовут. Я дал имя Ма. Да, вот это такой процесс. Ясно. А почему Икаро? Что это означает? Икаро. Первое значение, когда я видел, потому что я был очень молодой, когда я начал использовать это псевдоним. Икаро на греческой мифологии есть персонаж такой Икар. Да. Икар это был мальчик, который летал. Да. Они... К солнцу он приближался, Да. и потом крылья у него. С папой. Папа, его папа. С отцом. С отцом. Его отца был, отец был Дедал. Дедал, да. Он очень мудрый архитект, и он строил лабиринт, потом они должны уехать, да, и они улетели. Да, и история, что с перьями сделали крылья, Да. И они... и папа сказал, не летай сильно ближе к солнцу, потому что... Крылья обожгешь. Да. И так получилось. Он начал играть, вот все, и он в море. Я написал поэм, стихи. Один из моих первых стихов про Икар. И я, может быть, и помню вот этот стих сейчас. Ícaro, потому что на испанском произносится Ícaro. Ícaro era un árbol perdiendo sus hojas en el otoño azul donde la luz no podía tocarlo. Los dedos del silencio lo abrazaron como al cuerpo de un pájaro durmiente. Вот что-нибудь такое. Потом идея это, что он там, когда Икар упадет уже на море, он не умер. Вот поэтому я вот сейчас переживаю за этот момент, понимаешь? Да. Он превратился на другой, как другой, как ангел, как дух, который там другой. Когда он там падал, я понял, что море это как тоже как мама, как матерь вода, да? Что он был с папой там, и с отцом, и он вернулся на настоящую жизнь, не знаю, как другой мир просто. Я упустила, я что-то упустила важное, пока ходила. Это имя второе ваше, да? Да, это Икар, второе да. имя. Второе имя, да. И я выбрал вот это имя, сначала вот интуитивно, можно сказать. Потом, когда уже после несколько лет, я узнал, что в Амазоне есть некоторые песни, которые называются Икарус. Есть как не стиль музыки, но вид песни, который называется Икарус. Икарус это много, да? Икарус одна, Икару. Это по-испански? Это нет, это другой язык. Это уже из несколько племен, которые... Это например, индийский язык. Индийские языки, да. Например, кечуа. А Икару уже это как лечебная песня. Я рассказал, что ученик, который там занимается с мастером, он должен делать некоторые, как там называется диета. Диета это просто жить отдельно, в маленький тамбур, структура очень простая, в джунгли. Кушать, например, не кушать мясо или очень специфическое мясо, без соль, без сахара, без духи никакие.
ну, много разных. И это тоже зависит от учителя. И в это время он принимает некоторые напитки, растения или практики, которые его учитель научит. Если человек готов во сне, он может слушать какая-нибудь мелодия. Особенно эта мелодия начинается как свист. Свист. Свист, да. Ага. Есть много, да. Ага. Утром человек проснется, если он помнит эту мелодию, он должен делать маленький ритуал, можно сказать. Это очень просто. Там много уважаем табак, например. Он возьмет своя трубка или свой табак и курит, и сам дым на себя окружает, да? Чтобы не согревать этот песня никогда. Да? Особенно такой цель. И эта песня, это и каждый, ну это по традиции, да? У каждого лекаря есть свой икар. Конечно, сейчас есть много людей, тоже как везде, которые, может быть, хотят это и заниматься, и учатся другие, икарус от другие мастеры. Но в принципе настоящий как икару это от природы, как и от предки, от растения, вот такие вещи. Или от мастера тоже. Мастер тоже может передать вот это. А это я не узнал. Когда я это потом я узнал. Сейчас уже после 5 лет все уже это было более распространенное, там и в Южной Америке все. На YouTube можно там брать Икарус, Южная Америка, и лечебная музыка, healing music, и вот там идет. Значит, две значения, как греческая мифология, но тоже в Амазонии есть это слово. Я понял, да. Ты, в общем, в этом имени соединил две цивилизации. Скажем, одна европейская цивилизация, да, греческая, ну, европейская все равно она из Древней Греции вышла, по сути. Ну, И да. это древнеиндейская цивилизация. Две разные совершенно вещи как бы в одно единое. Вот я не думал об этом, но да. Это так получается. Так получается, Да, я да, не так как не планировал. Не планировал. И может быть самое главное, что мне понравился, как он звучит. Да. Я это сам очень как, важный момент, да. Да, я сам да, как да. это, да. Мне Ну понравилось. вот смотри, вот. Ну, насколько я знаю, ты вроде бы как музыкой, ты не профессионал, не профессиональный музыкант. Я прав ли или нет? И когда вообще начал заниматься музыкой? Это все связано с этой практики, например, которую я говорю. Я начал играть, например, на гитару уже, как много молодых, которые рок-н-ролл хотят играть. Сколько было тебе лет, вот, когда ты начинал играть? Может быть, 13, 13-14. И у меня сейчас 31, значит уже 15 лет. Более, да, примерно. Я сильно хотел гитару. Ну, тоже классическая история, родители не купят. Ага, ясно. Я сам нашел такой преподаватель, который предлагал без гитары, если это учеба. И это преподаватель, человек, который я только сидел там час, и он мне дал один аккорд до. И он ходил туда, может быть, смотрел телевизор или что-нибудь, и я до целой учебы. А гитара какая, шестиструнная или? Шестиструнная, обычная, да, обычная гитара. Потом уже мне купили первая гитара. И с гитарой была такой вещь, что я, может быть, несколько месяцев не играл на гитару, но всегда вернулся на гитару. Гитара была всегда очень важна в моей жизни. Играла особенно американская музыка, как американская, говорю, как рок, особенно рок-н-ролл или чуть-чуть кантри тоже. И потом я почти не играл, но во время эти обряды, которые традиционные, да, начали опять музыка и петь. И уже традиционная музыка, там говорят, как музыка медицина, как это считается как лечебная музыка или что-нибудь такое, как именно песня, которая во время обряда или когда собираются люди. И это музыка про природу. Очень давно, например, есть песня про колибри,
которые очень милые калибри, про ягуар, про анаконда, про именно про каждое растение есть своя песня. Да. И, ну, вот такая музыка, про птицы. Да. И сколько у тебя их всего? У тебя они свои, имеется в виду, ты сам пишешь песни или ты поешь чужие? Да, сначала, вот, потому что это, вопрос был сначала, как это началось, да? Значит, сначала была вот так, не был цель, как профессиональный музыкант. И поэтому сначала мой репертуар был песни, которые я учился с индийцами. Я приехал в Сибирь и первый раз в 2010 году фестиваль Устухуре. В 2010 году в Устухуре. Ну, в России был в 2010 и Устухуре был летом в 2011 году. Я был здесь и я там, может быть, на костре там играл. На гитаре? На гитаре. Песня народная, ну, традиционная. Плохо с улицы называется песня. И мои друзья говорят, ну ты давай, ты там, здесь маленькая цена, ну играй вот там на испанском. Хорошо, вот там у меня был свой пончо, народная одежда. И сомбреро, там мне нашли один сомбреро, красили вот здесь, и там на сцене пел вот эту песню. Там я помню, что на Юрий был Гендос, из Туви, и другой там Гендос, музыкант. Да. Там еще два музыканта были. И понравились, и мне сказали, что могу на большая цена. И уже там я после ансамбля Тува играл. Ясно. Я сначала как в шоке, что происходит, я не видел. Я, ну там был Нева, помогите, все, и там играл. Люди понравились.